Министр здравоохранения Зарема Ильянова обратилась к главам муниципальных образований с просьбой максимально активизировать работу по противодействию распространению вируса на подведомственных территориях. На сегодняшний день под наблюдением остаются 407 человек, подтвержденных случаев заболевания 29, количество жертв 2. Министр сообщила, что тенденция увеличения поступления пациентов наблюдается именно на прошлой неделе. По ее словам, на улицах увеличилось количество прохожих и машин. Очень прошу вас, пожалуйста, внимательно отнеситесь, посмотрите, что происходит в Москве и в больших городах. Мы видим с вами и в роликах, и слышим, что происходит, читаем в СМИ. Очень прошу вас, сейчас наблюдается пик, он пока еще продолжается. И вот та расслабленность и та беспечность, которая сегодня наблюдается на улицах нашей республики, она говорит о том, что люди совершенно безответственно относятся к себе, к своему здоровью и здоровью своих близких. Пожалуйста, не хотите заботиться о себе, подумайте об окружающих. Премьер выразил свои соболезнования семьям умерших от коронавируса. Владимир Сластенин отметил, что необходимо усилить разъяснительную работу с населением об ответственности, которую они несут в данный период. После первого заседания штаба, когда мы жестко, четко сказали, никто не работает, все не работали. После этого пошло послабление, разрешили каким-то предприятиям начать работать. Я еще раз подчеркиваю, есть предприятия, есть у нас перечень предприятий, системообразующих, предприятия с непрерывным циклом, которые оказывают жизненно важную роль. Поэтому на этих предприятиях люди могут продолжать работать, но с обязательной обработкой, с обязательными средствами защиты. И каждый руководитель несет за это ответственность. Заместитель начальника Главного управления по антитеррористической деятельности МЧС по Республике Ингушетия Алихан Накастоев в ходе совещания довел до сведения присутствующих, что оперативные группы производят оповещение населения с помощью громкоговорителей о необходимости оставаться дома из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Кроме того, пожарно-спасательными подразделениями в соответствии с графиком проводятся дезинфекционные мероприятия в местах массового скопления людей и прилежащих территорий, к медицинским учреждениям и торговым объектам. Хотелось бы вас всех призвать, чтобы соблюдали эти требования, эту просьбу. Второй момент. По указанию председателя непосредственно КЧС Республики издали график, согласно которого проводится проливка прилежащих территорий, мест массового скопления людей. Это больницы и торговые площади, рынки, как мы их называем по-другому. Просьба ко всем главам. Отнестись к этому весьма серьезно, не задавать ненужных вопросов людям, которые проводят эти работы. Они проводят эти работы непосредственно по согласованию с нами, по нашей команде. То есть окажите всякое содействие, которое в ваших силах. Подводя итоги совещания, премьер-министр республики поставил задачу службам ЖКХ подключиться к дезинфекционным работам. Также Владимир Сластенин рекомендовал соответствующим службам проводить рейды на подведомственных территориях по проверке ограничительных мер в соответствии с указом главы Ингушетии о введении режима повышенной готовности. Тамара Хшагульгова, Магомед Шаухалов, Новости 24.